Совещание по подведению итогов было начато с минуты молчания. Участники почтили память выпускников военного колледжа сирийского города Хомсе, где в результате атаки террористов во время церемонии выпуска курсантов погибли более 80 человек. Далее заместитель министра обороны, статс-секретарь Давид Бжаня подвел итоги праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Победы. В этом году парадный расчет вооруженных сил Абхазии и дружественных стран прошел по площади Свободы в 6-й раз. Подводя итоги проведенных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, хочу отметить основные, среди которых подготовка к параду, которую мы начали с июня месяца, генеральная репетиция, торжественное собрание, проведенное министром обороны в Абхазской государственной филармонии 28 сентября, куда были приглашены все участники парада, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, ветераны вооруженных сил. Кроме того, торжественное собрание в актовом зале Министерства обороны, которое проведено было 29 сентября, где были приглашены также ветераны, добровольцы из Республики Южная Осетия, а также офицеры малого ракетного корабля «Циклон» Черноморского флота Российской Федерации. Корабль, который позже посетил лично главнокомандующий вооруженными силами. Парад Победы начался с прохождения колонн ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, добровольцев во главе с действующими командирами бригады резерва, полковниками Амирана Цвинаря, Романа Рабая и Гарри Зухба, которые с гордостью несли знамена Восточного и Гумстинского фронтов. Впервые в параде приняла участие рота почетного караула малого ракетного корабля «Циклон» Черноморского флота, который прибыл в порт города Сухум в целях укрепления дружественных связей между Абхазией и Россией. Также впервые были представлены беспилотные летательные аппараты из состава эскадрильи авиационной группы «Новое подразделение вооруженных сил Абхазии», созданное по личному распоряжению главнокомандующего Аслана Бжаня. Оно предназначено для решения широкого спектра задач в современном бою. Далее гаубичная батарея Д-30, батарея ЗУ-23-2, противотанковая батарея Д-44. Дивизион реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», командно-штабные машины. Бронетехника была представлена расчетами боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2. И завершили движение бронетехники наши танки Т-55. Затем в небе над площадью пролетели вертолеты Ми-24, 2 вертолета Ми-8, вертолет Ми-2, новый вертолет «Еврокоптер», а за ними разукрасили небо в цвета нашего флага звено самолетов Л-39. Заместитель министра обороны, статс-секретарь Давид Бжаня поблагодарил всех, кто внес вклад в подготовку, организацию проведения мероприятий ко Дню Победы. Далее перешли к официальной части, подвели итоги работы военного ведомства за сентябрь. Шазина Ханагуа, Заур Кварча, Абхазское телевидение.